Минздрав определит новое требование к первичному звену здравоохранения, согласно которому медорганизации обяжут приглашать на диспансеризацию пациентов, не обращавшихся за медпомощью более 2 лет, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он отметил, что туда же относится диспансерное наблюдение пациентов, имеющих хронические заболевания. По его словам, по ним информационная система уже подсказывает, кого необходимо пригласить и в каком месяце. Мурашко добавил, что такой мягкий контроль за работой клинического подразделения и внимание к пациенту уже внедряются в учреждениях здравоохранения. Аферисты нашли очередной способ обмана россиян под предлогом уплаты налогов, сообщают в МВД России. Преступники начали рассылать письма от имени крупных банков, в которых рассказывают о новом налоге. Якобы со счета человека спишутся десятки тысяч рублей. При этом от платежей можно отказаться, кликнув по ссылке и заполнив специальную форму. На самом же деле человек переходит на поддельный сайт банка и вводит реальные данные своего личного кабинета. Потом ими смогут воспользоваться мошенники, чтобы украсть деньги со счета. В случае, если пользователь заполнит форму, он рискует не только потерей средств. Мошенники могут даже оформить на него кредит. Правительство России приняло решение дополнительно направить более 30 миллионов рублей на выплаты единовременных денежных поощрений матерям-героиням, а также родителям, награжденным орденом «Родительская слава» или медалью этого ордена. Распоряжение подписал Михаил Мишустин. Матери-героини, родившие и воспитавшие 10 и более детей, получат 1 миллион рублей. Родители 7 и более детей, награжденные орденом «Родительская слава», получат 500 тысяч рублей, а награжденные медалью этого ордена, воспитывающие 4 и более детей, 200 тысяч рублей. Чемпионат по профессиональному мастерству «Профессионалы» и чемпионат высоких технологий станут ежегодными, а их победители и призеры будут получать денежные премии. Впервые соревнования прошли в 2023 году. Их цель – повышение престижа рабочих профессий и интереса молодежи к таким специальностям, а также привлечение интереса к высоким технологиям. Работа ведется в рамках нового федерального проекта «Профессионалитет», который входит в государственную программу развития образования. 25-28 октября в Суздале состоится 16-й международный форум-фестиваль семейных традиций, национальной культуры, народного творчества и ремесел «Вера, надежда, любовь». В этом году он включен в план основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года семьи. Форума фестиваля традиционно становятся семьи, семейные династии, команды семейных клубов, фольклорно-этнографические и народные коллективы, патриотические и молодежные организации, а также все желающие семьи, молодежь и дети. Форум объединит на площадке более 1500 участников, гостей и зрителей всех основных групп, национальностей и вероисповеданий. В этом году программа фестиваля дополнена конкурсами, отражающими национальные особенности участников. В российских вузах создадут условия для пересдачи ЕГЭ до окончания приемной кампании. Повторно сдать экзамен можно будет только по одному предмету. Этот вопрос на контроле у Минобрнауки России совместно с Минпросвещения России, Минобрнадзором и другими заинтересованными федеральными органами. В Госдуме ранее заявили, что такой механизм нужно реализовать в 2024 году. Он будет касаться всех предметов. В Минобрнадзоре отметили готовность внести соответствующие изменения в процедуру и расписание ЕГЭ в кратчайшие сроки. В Госдуме предложили снизить требования к тонировке боковых стекол машины. В настоящее время, согласно ГОСТу, светопропускание ветрового стекла и передних боковых стекол должно составлять не менее 70%. Если эти требования не выполняются, водителю грозит штраф в размере 500 рублей. Законопроектом предлагается не наказывать автолюбителей, если светопропускание тонировки передних боковых стекол их авто будет составлять не менее 50%. Инициативу для заключения в ближайшее время направят в правительство.